Вот тут мостик. За этим мостиком где-то вот тут первый год, когда я охотился без шалаша, без ничего. Вот сюда куда-то заходил. Не знаю, где именно там. Просто под дерево садился и охотился. К сожалению, первый год, конечно, не скажу, что кого-то я добывал. Потом уже вот это болото меня вообще затянуло. И уже после этого начал искать более лучшие места. Начал присматриваться. Ходил по всему периметру, вот, скажем, вдоль опушки леса по болоту ходил, где больше лужи там. После этого вот начал делать шалаши. И вот в данный момент я нахожусь уже, выбрал вот такую точку. И уже сколько там, несколько лет на одном и том же месте охочусь. Сперва без этого шалаша. Там просто тоже старый шалаш был из досок. Там охотился, мне понравилось место. Но я знал, кто там охотился ранее, у кого был шалаш. Я спросил у него. Он просто мне сказал, без проблем, охоться. Без спроса я, если знаю, что кто-то там охотится или охотился, все равно надо спросить. И уже когда дадут вам добро, тогда уже смело можешь там шалаш строить, или избу строить, или что хочешь. Делай. Но правила такие. Без спроса не лезь на чужую территорию. Птиц очень много. По всей тайге сейчас. Потихоньку стреляют. Везде кругом охотники. А я уже возвращаюсь. Где-то половину пути прошел до рюкзака. Да, между прочим, 2 вальшнепа там возле дороги выскочили. Я думал, чирки так начали подниматься. Блин, прям вообще рядом они оказались. Такой шорох издали они. И я бы чирками подумал. Потом они звук такой издают. Цик-цикайне вот. Когда вот они такой вот, они бормочут. И цик-цик. Цик-цик. Вот, по-своему так как-то перекликивается. И я понял, что это вальшнеп. 2 штуки их было. Ночью, вечером, пока не стемнело, 1 штука мимо меня пролетела. Чуть стороной, конечно, но одного я видел. 1 раз, только обычно несколько раз так летает. Но в основном, где луга, вдоль дорог, вот. По болоту редко, когда я вижу. А где вот эти луга, там они зачастую они выбирают свою территорию и туда-сюда. Весь вечер. На 2-й избе тоже. В конце мая обычно я поднимаюсь. Сижу вечером, и они цокают там. Летают туда-сюда. Ну и напоследок еще обзор избы из горбыля. 1 раз я снимал, позапрошлом году, наверное. Посмотрим, что-то поменялось, нет. Такая избушка.
Просто из горбыля сделано. Вы не представляете, какая она шикарная. Действительно. Смотрите, какой рост у меня. 1,80 м. Рост 1,86 м даже, наверное. До потолка не достает. Так, четко все сделано. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стоек. Наверное, они в землю воткнули эти стойки. Вот. Тут такое окно с форточкой даже не открывается. Чай пили. Ложка. Тут полка. Вот вам, ребята, и изба. Не надо там мучаться бревнами, там, париться. На буране там завез доской горбыли. Так построил. И этот буржуйку поставил. И буржуйка будет греть. Вот мне действительно понравилась эта изба. Сидюшка. Спинка от какого-то машины. Ну, обшили еще картонкой. Не тканка, картонка, наверное, там. Сперва не тканкой обшита. Вот. Потом картонка. Вот все. Весь утеплитель. И поверьте, в этой избе можно ночевать хоть 40 градусов мороза. Это не сравнить, как сказать, палатку и вот эта изба. Я так называю изба. Изба из горбыля. Самое главное, нужно нормальную печку, буржуйку. И все, проблем никаких нету. Нары на 3 человека тут. Все классно, очень понравилось. Немножко стреляют. Ну, охота открыта. Почему бы и не пострелять? Не ушкурили, ничего. Это роли ничего не играет. Да, все по-простому. Так что, ребята, кто планирует что-либо построить, где переночевать, имейте в виду обычные горбы и все дела. Вон 2 утки сидят возле чучела. Чучела оставили, а утка есть. Широконоски. 2 штуки. Самочка взлетела. Нет, это не широконоски. О, блин, ослепила. Ослепляет. Не вижу. В какую сторону даже улетели, не вижу. Все. Прям пропали. Где они?
Это хохлата чернить, наверное. Хиркает. Мишки Николи нету, что ли? Точно никого нету. Приходили охотники, чучела оставили. Сами уже ушли. И к чучелам 2 утки подлетели. Ну, сидели, блин. Бывает такое. Я даже и не подумал, что там утки. Думал, чучела плавают. А потом 2 штуки начали отдаляться от чучел. Ну, по открытому месту идешь. Не подпустят, конечно, они.